Улица Джейрахская в Альтиево. С жалобой на прорыв водопровода обратилась местная жительница Роза Мальсагова. Правда, прибыв на место с главой администрации и представителем водоканала, оказалось, что проблема решена и вода идет. Это подтверждает ему сам Мальсагов, житель улицы. Розы Мальсаговой дома мы не застали, но дозвониться удалось. А у вас перекрытие и дважды ёх, говорят вот. Впрочем, прорывы труб, по словам жителей, здесь частое явление. Они лопаются из-за того, что не выдерживают давления. Мы делаем ремонт. Люди жалуются, в одном месте сегодня делаем, завтра лопается, потому что они не выдерживают того давления, которое поступает сюда. Они не предназначены для этого давления, которое здесь создается. Тут надо все менять, трубы надо менять, задвижки надо менять, все это надо менять. Водоканал трубы не раз ремонтировал, но уже несколько месяцев, как эту проблему решает местная администрация. Конечно, не без помощи ведомства. Водоканале, техника, кадардац, администрация, да, и царь, да, ремонт, Это несмотря на то, что водопроводные сети на балансе администрации водоканала не значатся, в свою очередь, отмечает глава Альтиева. Эти трубы были проложены по программе «Юг-Россия». Центральные сети, центральные 280-е, они это ремонтировали. А мы 159-е, разводящие сети, мы до сих пор их ремонтируем. Они вот сейчас в данное время говорят так, что мы не будем, это не на нашем балансе. Я понимаю, что это не на их балансе, но тем не менее они это раньше ремонтировали. И мы это сейчас ремонтируем, потому что тоже не на нашем балансе. Но я думаю, сейчас мы написали письма, эта ситуация разрешится. Единственный способ избежать дальнейших порывов – полная замена труб. Вот только денежных средств на это нужно немало. Когда решится эта проблема, пока говорить рано. В отличие от картины на соседней улице, центральной. Одна из главных в селе, она давно нуждалась в ремонте. Ее благоустраивают за счет бюджета Назрановской администрации. Рабочие планируют не только заасфальтировать улицу, но еще провести освещение. В данные работы входит укладка брусчатки, устройство бордюрного камня, озеленение. Также частично будет укладываться асфальтное покрытие, где необходимо. Завершат благоустройство улицы в ноябре. Нуждать ли замены труб на Джейрахской – вопрос открытый. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Адам Далаков. Новости 24.